Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одном из дополнений к GTA 4, а именно The Lost and Damned. Как вы знаете, наверное, эта игра посвящена байкерам, то есть их банде. И вот главный герой Джонни Кей, и один из членов его банды, который поставляет оружие, и вот он выбирает арсенал. Практически вы можете видеть весь доступный в игре арсенал. Нет только одного шотгана, а так вот все, что вы видите, вот все и представлено в этой игре. И вот я, закупившись немножечко у этого, иду в свой клуб. Тут в игре именно все построено на том, что он член банды, и вот у них есть своя штаб-квартира. Как видите, такая вот довольно грязная, замызганная, играет металл, брутальные мужики сидят и говорят о братстве и другие высокие слова, при этом убивают людей пачками. Ну, то есть, все как обычно бывает, ну, такой, и чем-то связано, может быть, даже с трэшовыми фильмами. Я, наверное, буду наводить шорох, типа, надо отвлекаться на то, чтобы прокомментировать что-то геймплейно, ну и, собственно, рассказать дальше об игре. Возможно, вы знаете, а может быть и нет, Microsoft заплатила $25 миллионов Rockstar Games за то, чтобы они выпустили полуэксклюзивом для Xbox 360, сейчас еще эксклюзивом, но потом и для Windows вроде как выпустят это дополнение. И давайте разберемся все-таки, что мы получили за те 25 миллионов, которые это бюджет очень хорошей игры. Например, Gears of War, говорят, около 10 миллионов стоил, то есть реально бюджет очень высокий. А получили мы не так много. По сути, вот весь город, который вы видите, он уже был воссоздан с Нико Беличем, то есть это все то же самое, что в GTA. Но добавили несколько видов транспорта, добавили новое оружие, например, вот автоматический пистолет, я его уже показывал, он быстро бьет. Гранатомет 40-миллиметровый, но это что-то типа подствольника, самодельную взрывчатку. И быстрый вот шотган с барабаном такой, типа автоматический. То есть изменений не так много в игре, ну. И 22 основных сюжетных миссий было добавлено в игру, ну и немного дополнительных, там такие как войны банд. Кстати, хочу сказать про войны банд. Там надо было выполнить 25 войн. Именно было написано, что 25, я их выполнил. И был просто обманут в своих ожиданиях, потому что ни ачивменты, ничего я не получил. И дробовик дали за 10 первых выполненных войн банд, и поэтому просто непонятно, ради чего это стараться. Я считаю, это небольшой обман, ну, меня как геймера. А что касается, собственно, как видите, графики, анимации и тому подобного, это все на уровне, то есть все то же самое, как было в GTA 4. Симуляция жизни довольно правдоподобная, вот видите, взрывы яркие, красочные. Это не какие-то дешевые спецэффекты, это действительно хорошая механика, и все это работает. Но вот, опять же, сейчас вы увидите еще претензии именно к этой части. То есть тут много каких-то мелких недоработок, которые в GTA 4 их не было. Например, вот, ну, сейчас не очень мне понравились чопперы, потому они что-то сильно шумят, когда играешь в наушниках, довольно неуправляемые, поэтому я сразу пересел на японский мотоцикл, не отыгрывая, как говорится, роль, только если требовалось по сюжету. И как видите, просто я езжу по пустынным улицам. Вот стоит белый день, не то чтобы дождь или что-то, а машин просто нет. И вот эту ситуацию я просто не могу понять, как такое произошло. Вот в игре, как это допустили, возможно, это глюк, не знаю, моей собственной версии. То есть вот симуляция жизни города сильно пострадала вот в этой части по сравнению с GTA 4. Ну, а собственно, что хочу сказать о самих войнах байкеров. Но это позволяет, во-первых, немного по-другому посмотреть на события, которые происходили в игре. Мы тут даже встречаем и Ника Белича, и Playboy X. То есть для такого фан-сервиса в игре в принципе достаточно. Она сделана именно для тех людей, которым GTA 4 нравится очень сильно. То есть они готовы играть в нее, играть и еще раз играть. Для других людей, я вот не знаю, если вы не играли, например, в Saints Row 2, то, наверное, лучше попробуйте ее, потому что там это полноценная игра, тут, например, нельзя переодеваться, а там можно даже сменить пол, например, и выйти голым и забить кого-то битой, и вас люди будут снимать на мобильнике. То есть именно ради веселья, да, но ради вот именно графики, какого-то такого прям, в принципе, все вот это смотрится как фильм. Я вот сейчас комментирую, смотрю, и все это смотрится как фильм. Ну и хорошему, как говорится, фильму нужна хорошая концовка, и вот я сделал, якобы мотоцикла нету,
Видите, погоня, мост перекрывают, столкновение, машина якобы выходит из строя, наш герой Джонни выходит из салона и гибнет как герой. Сейчас все увидите.